Здесь роса еще. Какой гул в лесу стоит. Трава 2 метра ростом, ребят. Фу. Ну, просто я дорогу не знаю тут, где проходить. А, вон она, изба. В точку попал, ребят. В самую точку. Вон она. Очередная изба, обзор будет. От реки примерно 150 метров на стороне. Ну, построили в самом возвышенном месте. У нас так место выбирают. Можно у реки поставить. Но там каждый год затапливают. А здесь вот возвышенность. Фу. Тулан избу отметил, все. Порядок. Не сгниет. Елка новогодняя. Но тут еще луг терпимо. Еще как-то поддерживает, может. Скашивают. Ну вот такая изба, ребят. На другом берегу. Дорога вон там проходит. На лодке поднимаюсь. Я ни разу уже показывал избу, но ни разу не заходил. Чолом здорово, карка. Примерно 4 на 4. Или 3,70 на 3,70. Изба вот такой. Очень высокая изба. Без веранды, без ничего. Чолом здорово, карка. Очень много дроби. Ну, обычно как? Банку вставляют, отходят и стреляют по банкам. Чолом здорово, карка. Ну вот. Здесь что мы видим? Нары с левой стороны. Вот. Столик. У нас всегда вот такая планировка. В каждой избе в углу столик, 2 окна. Конечно, сейчас, если новую избу я построил бы, конечно же, сделал окно в середине. И просто я насмотрелся в интернете, что вот окна в избе на середине, с 2 сторон нары. А здесь вот у нас получается вот тут также нары, вторые нары. Видно, затапливала избу, как ни странно. Это может в прошлом году, потому что нары приподняло, во-первых. Во-вторых, очень много ила. Вот. Печка железная. Жестянку, конечно, придумали четко. Тут набили землей, наверное. Сверху получается асбестовый шнур. Тут труба. Здесь задвижка. Ну и печка из диска, наверное, получается. Или может бачок. 100-литровый, наверное, еще так и бачок. Ну, для этой избы вполне достаточно. Но вот то, что вот здесь вот все это в дырках, в отверстиях, это все время он горит и очень много жара дает. А если он плотно, как у меня, ты закрыл, и он температуру, малую температуру держит. Здесь надо открыть. Пусть продувает. Блин, плесень может там образоваться. Не дышит изба, понимаете? Не жертвы, не делайте так. Все время надо открытым оставлять. Вот. Ну, бич-пакет, как всегда везде, в каждой избе. И ничего такого я не увидел больше. Матрёну вот квас пили. 2 бутылки, 3 даже. Любители кваса. Вот у меня на избе вот таких нету. Вот надо, конечно же, сразу поставить вот такое макич, как называется у нас. Не знаю, как по-русски. У меня потом потолок прогнулось вот так немножко. Когда ты делаешь, он думаешь, так и будет, но время берет свое, и он начинает давить и гнет там, хоть еще там толстые эти плахи. Но у меня плахи там бревна наполовину спилено. Тоже овод залетел вот сюда. Ну, в принципе, такая изба. Ночевать можно. Потолок есть. И самое главное, не течет. Железная печка. Дрова, ну, дрова вот только для растопки.
Больше нету. Там столик небольшой, печка на там. Но очень много настреляли, конечно. Прям очень много дробинок. Но это нормально. Для охотника это, в принципе, это в каждой избе так. У меня что на первой, что на второй избе там амбар весь простреленный. Оставил открытым, чтобы все продувало. Дверь закрываем. Много раз писали, что от медведей в избу не лезут. Ну, медведям наши старики сказали, как сказать, близко к избе не подходить. Все, они дистанцию держат. Как крыс нету, крысам сказали, вам хода не будет в нашу сторону. И радиус 25 километров крыс вообще. Даже больше. Какой 25? Больше даже. Вообще нету крыс. Вот такие у нас были, как сказать, ну, как это говорится-то, знающие люди. Они могли с природой разговаривать. И они договаривались со всеми этими. Это не сказка, ребят, это быль. Он тулан там что-то учуял, наверное, как-то бурундук или белка там ищет. Тула, корна. Земляники, не знаю, есть, нету. Туда идти уже не стану. Там, конечно, лопью там проходит, там тоже избы есть. Но это уже в следующий раз. Сейчас я пойду обратно. И буду собирать веник. Веник соберу. И еще, получается, надо мне бересту собрать. Не, прогуляюсь. Вот там кружок сделаю. Я напрямик пришел. Прогуляюсь вон там. Травы мало. Скажем, если сено заготавливать, травы вообще мало. Ну, нету травы. Тут скосить, он высохнет там, блин. Мало. Тепло только вот пришло, может еще все подрастет, но в данный момент очень мало. Наконец-то лето, дождались лета. Ну, медведь, конечно, пробовал, и где тут? Куда он отстал? Тула! Лок! Веник хороший тут. Тоже можем набрать. Сегодня будем париться. Каждый год 6 вот так ломаем веник. 6 июля. Первый раз паримся вот свежими вениками. Очень хорошо цветет шиповник. Вот так цветет шиповник. В других регионах, может, этого нету. Очень полезная ягода тоже. От печени, вот от болезни печени помогает тоже. В основном, чего я знаю. Вон тулан бежит. Лок, лок, лок! Вот так. Ни на охоте тут я ни разу не был, ни за косачами не бегал тут, не охотился, ничего. Я первый раз здесь, вот в этом месте. Сколько раз по другому берегу, сколько лет я езжу и на лодках. Но вот чтобы вот здесь, по этому берегу, я охотиться, ни разу я не охотился. Там, смотрите, может быть карась тоже. Сейчас посмотрим. Смотрите, небольшое озеро такое. И вот то, что вот лодку показал, можно сюда принести. Легко принести. Закинуть сетку там, карасей половить. Вот тут. Я думаю, тут караси-то водятся. Но хотя, если они есть, так подходишь, так пинаешь по земле, и караси там
сразу увидишь. А может, всех уже переловили, кто его знает. Так, идем дальше. А тут, ребят, засидка, я смотрю. Да, засидка. Вон, фантики, гильзы. Знаете, вот тут, видать, весной все заливает. Вот все заливает. И тут с чучелами, с этой избы, наверное, тут сидят. Интересно. Так, нам надо туда идти. Такой кружок я сделал, конечно. Сейчас пойду к лодке. Там тоже защитка, между прочим. Сейчас покажу. Тут посерьезнее. Да, тут охотились весной. Здесь видно, все заливает, все. Вот эти кусты, ну и недалеко параллельно от реке. Здесь, в принципе, лед хороший тоже. Да. Полностью укрытая вот такая вот защитка. Как бы не в лед стреляют, а именно с чучелами, наверное, сидят. Вон туда, наверное, чучела закидывают. Две защитки недалеко друг от друга. Вот я уже выхожу к реке. Ой, именно в точку попала, прям в точку. Я здесь заходил, вот там проходил, а здесь пришли, вон там туман бежит. Сейчас я обратно перейду речку, попью чай, попробую, может, я не знаю, и охота рыбачить, и будет ли толк от этого. А лодка мне понравилась, честно говорю. Я новичок в этом. Первая лодка у меня резиновая, но, честное слово, лодка хорошая. Вполне достаточно, чтобы перейти речку, закинуть сети, достать утку. Или, скажем, вы за грибами, за ягодами прошли, там, речку перешел. Он легкий, 8 килограмм. Для одного, 2 человека там легко может там переходить. Или там порыбачить, попробовать с этого берега. Здесь как бы ветренее, солнце со спины. Если я оттуда буду рыбачить, напротив солнца очень тяжело, блики, глазам тяжело. Тулан, конечно, тоже этот нагуляется сегодня. Нагуляется и накупается там. Он потом дня 2 вообще он из будки не будет вылазить после таких походов. Сегодня уже пробежал 7 километров. Вот. Нет, меньше, наверное, чуть-чуть. Потому что 7 километров, наверное, от села. Но я-то его... Тут смотрите, сколько следов. Тут спиннингом, наверное, рыбачили. Вот, мне, знаете, вот здесь хочется вот тут посидеть. Я уверен, тут рыба-то есть. Очень много рыбы. Здесь язи есть. Несмотря, что у нас бедная река, рыбой бедная, я имею в виду. Вот тут, в этом месте, язи всегда были и будут. Они есть. Язи есть и лещи есть тут. Если ночью тут сидеть, он с плеской всегда можно увидеть. Прыгает потом. В прошлом году я останавливался вон там. И поплавком вот тут рыбачил. Вот здесь. А в этом году у меня есть такая вот резиновая лодка. Ну, с этой резиновой лодкой, ребят, будут еще рыбалки. Сетями я имею в виду. В основном. Буду на вторую избу его возить. Да и с первой избы тоже. Я очень рад, что у меня сейчас появилась такая лодка. Просто я, знаете, очень-очень рад. В каждой избе у меня там по 2-3 лодки. Да, даже по 3 лодки на избе. 2 избы, примерно 5 лодок у меня. Самодельных. Но они как бы стоят на озере. А резиновую лодку можно возить в любое место. 8 килограмм.
Вообще веса нету. Так, ладно, сейчас я перейду, попью чай, подумаю, что дальше делать. Стоит ли рыбачить сегодня или нет. Да ладно. Вот тебя не кусает или кусает. Вон мелочь, рыба даже какая-то есть. Вот здесь чуть-чуть глубоко, вот тут и надо сесть. Непривычно как-то, вон, поспать. Непривычно как-то садиться. Ой-ой-ой, как будто все время эта лодка норовит убежать из-под ног. Такое ощущение. Ну, будем привыкать. Давай, Монози, мам, вперед. Вперед, весло. Давай, давай, Монози. Лак, пошли. Вон, вперед, Монози, мам. Вон туда, вон. Длинная нога у него, лапы. Вон. Не продыряв мне лодку. Парень. Вон. Ну все, пошла жара. Давай. Монози, мам. Вперед. Ну, мало хлопает, сейчас вообще практически не хлопает он. Очень даже хорошо переплывает. Так что берите свои слова обратно. Кто критикует мою собаку насчет перехода речки, есть такие люди. Критика есть, а свои слова брать им слабо. Не только слабо, но и я не знаю как по-другому. На слабо, в принципе, можно всех взять. Но и тоже надо уметь брать свои слова обратно. Если ты не прав в своих словах. А, бездельник ты мой. Вон. Вот здесь как мне высадиться, блин. Так. Опа. Все. Мы на большой земле. Тай-ра-тай-ра-тай. Вот так. Спуск, оказывается, тут был. Я думал, там берег крутой. Пошел сперва вон туда. Нет, лодка понравилась. Все, это уже чуть-чуть мне надо привыкнуть. Просто вот балансировку держать. И все остальное. Фу. Тулан, хватит ссать. Мусор уберем. Там второе весло еще есть у нас. Да и одного весла хватает. Хорошо. Надо попить чаек. В горле пересохло, блин. Так. Это получается запасная заплатка или как? Надо выкидывать. Не надо выкидывать. Домкрат речный всегда с собой вожу. Мне в кабине надо чай попить, просто покоя, наверное, не дадут. Тут жарко-то же. Тут вообще жара. Сейчас пока попью чай. Там уже. Еды взял тоже очень много. Консервы. Чего только я не взял. Но в кабине, как в палатке. Вот днем в палатке. Представляете, какая жара. Вот сейчас в кабине то же самое. От двигателя это тепло идет.
На вид просто кипяток, но у меня с подушечными конфетами чай. Аромат в кабине сразу стало. Ладно, достали. Ладно. Но ничего, пусть устанет. Просто пусть устанет. Просто он уже тоже лежал очень много дней в вольере. Считай, больше месяца, наверное. Когда мы приехали из тайги. Не больше, но почти месяц уже. Вот. Не, ребят, в кабине вообще жарко. Фу, тут ветерок. Овод, конечно, но и ветерок хороший. Такой прохладный. Попью чай. Он наш бездельник. Кусают. Кусают нас.